На данный момент я живу там боксом и стараюсь ни о чем другом не думать. Получаю удовольствие, когда ты выходишь на ринг и когда ты боксируешь, и когда ты выигрываешь. Вот это да, ну вот это счастье, да. Когда ты стоишь на пьедестале, это не описать словами. И первая мысль, которая приходит в голову, и ты стоишь такой, думаешь, да, это эти все жертвы, этот весь труд, все было сделано не зря. Вы должны в ринге себя показывать, вы должны быть в ринге соперниками, а за пределами ринга вы друзья. Если бы не он, если бы он меня не приметил, я не знаю, я бы не достиг, наверное, тех результатов, которые там я достиг, да, там бокс, это да, это шахматы. Как надо думать, как в шахматах. Невозможное – это не приговор, это вызов. С этой цитаты великого боксера Мухаммеда Али мы начинаем сегодняшнюю программу «Якутия Лайв». Именно потому, что сегодня наш гость, точнее мы в гостях, у пятикратного чемпиона России, двукратного чемпиона Европы, финалиста мира по боксу, заслуженного мастера спорта России Василия Егорова. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Василий, ты личность не очень публичная, вы личность не очень публичная, мало даете интервью, никаких скандалов с вами не связано. Почему? Ну просто я стараюсь держаться подальше от разных там скандалов или от разных провокаций, потому что я знаю, что они все равно будут мне мешать моей карьере, да. Вот я на данный момент я живу там боксом и стараюсь ни о чем другом не думать, не смешивать, и тренироваться, и выигрывать соревнования. Вот. А что касается моей жизни, ну, мою жизнь знают моя семья, там, мои родные, мои друзья, и для меня это более чем достаточно. Никогда не хотелось что-то сказать республике, что-то сказать, ну вот, чтобы ребята услышали, которые хотят боксом заниматься, что-то? Ну, бывали такие съемки, когда я выходил и на прямой эфир, и когда делал какое-то послание, чтобы как-то помочь своей республике, кого-то там замотивировать. Вот всегда я таким мероприятиям я всегда вот готов и всегда активно участвую. А с чем бы ты по ощущениям мог сравнить то чувство, когда стоишь на верхней ступеньке пьедестала почета? Ну, это не описать словами. Когда ты тренируешься с утра до вечера, когда ты каждый день там думаешь о том, как достичь, да, там, взять золото, и ты очень долгое время упорно трудишься, забывая обо всем, да, и идешь на разные жертвы. И потом, когда ты достигаешь этого, когда ты стоишь на пьедестале, это не описать словами. И первая мысль, которая приходит в голову, и ты стоишь такой, думаешь, да, эти все жертвы, этот весь труд, все было сделано не зря. Что бы ты посоветовал мальчишкам, которые мечтают стать чемпионами и смотрят на нас сейчас? Посоветовать в первую очередь верить в себя, упорно тренироваться, так, и слушаться своего тренера, соблюдать режим, дисциплину, вот, и жить надо любить свой спорт, там, в частности, да, вот, кто занимается боксом, надо любить это всем сердцем, надо любить тренировки, надо любить выход, там, когда ты выходишь на ринг, надо любить боксировать. Если ты любишь всем сердцем, у тебя обязательно это получится. А в какой момент ты более счастлив? Когда ты выходишь на ринг, или когда ты с медалью, или когда какой самый такой вот эмоциональный момент? Или когда ты противника отправил? Ну, я стараюсь получать удовольствие от всего происходящего. Когда вот ты пришел только в зал, тебе тейпируют руки, и ты знаешь, что ты через полчаса ты будешь уже боксировать, и ты знаешь, что все будут на тебя смотреть, и сердце начинает сильнее и сильнее стучать, потом ты начинаешь разминаться, потом все, одеваешь перчатки, потом тебя приглашают уже там на выход, и там ты
приходишь и стоишь, смотришь на своего соперника, и ты понимаешь, что ты с ним будешь сейчас биться, или я, или он. И потом, когда ты выходишь, уже идешь на ринг, когда все снимают на тебя, когда все смотрят, это от этого я получаю удовольствие, когда ты выходишь на ринг, и когда ты боксируешь, и когда ты выигрываешь. Вот это да, ну вот это счастье, да. И ты ни о чем не в это время ты ни о чем не думаешь. И просто ты наслаждаешься, получаешь удовольствие от всего происходящего. А это похоже вот с тем, как, я не знаю, когда вот на Исехе солнце встречаешь? Наверное, нет. Ну, у кого, кому как. Ага. Ты все равно же как там 265 дней ты же не готовишься, чтобы встретить там солнце, да? Ну, Ты не- же к этому же, ты с утра до вечера же не тренируешься, чтобы там встретить солнце. Ты понимаешь, что ты пойдешь все равно и встретишь солнце, и ты от этого тоже получаешь удовольствие. А когда ты выигрываешь, а ты можешь уже проиграть, ты можешь выиграть, и когда ты вот ты этого прям сильно-сильно хочешь, ну, это там одно чувство, а когда солнце встречаешь, это вот другое чувство, тоже положительное. А когда ты же пятикратный чемпион, да, то есть вот 5 раз подряд, и каждый раз вот похожие чувства или разные? Нет, вообще разные. Вообще я участвовал на чемпионате России 8 раз, а из них вот 5 раз мне получилось взять золото. Каждая Россия, каждый финал проходит вообще по-другому. И ты понимаешь, что ты, да, каждый год там практически участвуешь на чемпионате России. Вот сбор, там, потом подготовки, тренировки, вот эти все, каждый раз все по-другому. И как будто ты это первый раз все это ощущаешь. А каждый раз, и потом, когда ты выходишь, когда ты поднимаешь тебе руки там, когда ты выиграл финальный бой, все это вот вообще другие, ну, как бы другие ощущения. Ага, каждый раз классно, и каждый раз ты Да, вот за новые, этим новые, новое да, счастье, и ты за да, этим новое вот счастье. моментом Да. и живешь. Ну да. В России, да, проходит каждый год. Потом уже, когда ты выиграл чемпионат России, потом ты уже выходишь на мировой уровень, уже на Европу. С Европы там, с чемпионата Европы ты уже отбираешься на мир, потом с чемпионата мира ты уже отбираешься на Олимпийские игры. Как бы чемпионат России это все равно это начальная стадия. Ага. А вот на Европе ощущения какие Там были? вот, когда ты стал чемпионом, я 2 раза выиграл чемпионат Европы. Вот когда звучит твой гимн страны, и там в первую очередь все равно гордость за свою страну идет. Что вот ты внес золотую медаль в копилку там, своей сборной. А как ты относишься к тому, что вот как объяснить то, что запрещают выступать, вот что под флагом? Ну, конечно, это обидно, да, когда сейчас, хотя боксерам разрешили с 5 октября участвовать уже на международных стартах под своим флагом и под своим гимном. Это очень радостная новость. Нам сказали, вот когда мы участвовали на чемпионате России, вот на последнем в городе Чита, вот тогда нам объявили, да, что мы можем уже участвовать на международных стартах. Вот, и нужно победить обязательно. Да, да. А так, конечно же, ну, по идее, спорт должен быть вне политики. Но все равно спорт – это все равно политика. И все равно вот эти все происходящие, там, геополитика, там, политические моменты, это все равно касается спорта в первую очередь. В пандемию посмотрите, да? Когда объявили пандемию, все международные старты, все российские старты, все запретили. Потом началась военная операция, вот тогда тоже нам запретили участвовать. А вот, вот Сардана Трофимова, ты понимаешь, вот, то есть, ну, все ей сочувствуют, да, все, кто ее знает, вся республика, все сочувствуют, но вот, наверное, понять ее чувства по-настоящему может только такой же спортсмен. Как вот Да, ты думаешь? согласен. Ну, Сардана сейчас, она, как я знаю, как все мы знаем, да, она уже сейчас выступает за сборной Киргизии, и скоро у нее вот будет международный старт. И она может на Олимпийских играх в 2024 году в Париж поехать и там поучаствовать. И я очень рад за нее. Ты можешь ей Да, я пожелаю Сардане, я с ней
знаком, мы с ней общаемся, дружим мы с ней. И я как спортсмен, как его друг, очень рад за нее. И желаю успехов и удачи вот на предстоящих международных стартах, где она будет участвовать. И я думаю, все наши зрители присоединятся Да. к этим пожеланиям. Ты в первый раз выиграл чемпионат России в 21 год. То есть 21 год – это среднестатистический человек просто заканчивает только школу. Ну, не школу, ладно, университет. Мы в свое время университет заканчивали, но сейчас вот только заканчивают университет, только начинают искать работу. А ты уже чемпион России. Как получилось вот такой короткий путь пройти, за счет чего? Я бы не сказал, что это короткий путь. Я первый раз чемпионат России выиграл в 2014 году, а начал заниматься с 2006 года. Через 8 лет я только вот, перешел на взрослый бокс и стал чемпионом. Очень много до этого участвовал на соревнованиях и на республиканском турнире, и на чемпионате республики, и на Дальнем Востоке. Вот, и всегда стремился к этому, ждал своего момента. И потом в 2011 году я стал победителем первенства России среди молодежи, это 19-22. Потом в 2012 году я стал бронзовым призером первенства Европы в этих же возрастах. В 2013 году я стал серебряным медалистом чемпионата России, а в 2014 году я стал уже чемпионом. Ну, то есть, понимаете, да, очень много работы было проделано за все это время. Нет, я имею в виду к тому, что вот эти 8 лет ты занимался только, в основном боксом, шел к цели, Да, 8 лет. да. Мало кто осознает в детстве, обычно очень трудно сделать выбор, да? И вот, не знаю, дети занимаются тем, этим, не понимают, кем они хотят стать к концу школы. Вот. Если человек к моменту поступления в ВУЗ определился хотя бы примерно с направлением, то это уже удивительно, да, и многие поступают в ВУЗ, потом бросают, потом вот еще раз там сходили в армию, но вот приходят к тому, что нужно идти к цели, обычно уже в зрелом возрасте, в более зрелом. А тут получается, вот если с детства выбрать цель и ее не предавать, то она тебя не подведет, да? Да, согласен. Ну, по мне, в первую очередь должны родители поспособствовать к этому. Когда вы правильно сказали, что такие цели, такие мысли уже приходят уже более взрослым возрасте. Как я сказал, да, что в школьные годы я хотел быть лучше боксировать, чем мои одноклассники или те ребята, которые занимаются со мной вместе в зале. Потом с каждым годом уже ставил свои больше и больше цели. То есть, и потом уже вот в 2011 году пришел первый успех. И, конечно же, если ты не передаешь свою цель, если ты выполняешь свои задачи, то я думаю, что обязательно можно достичь успеха, которого ты именно хочешь. Хотя успех, многие, вот у кого-то успех родить 5 детей, у кого-то стать чемпионом, у кого-то закончить учебу. По-разному успех бывает. Я к тому, что все дети талантливые на самом деле, да? А у вас есть дети? Да, у меня ребенок, год и 2. Мальчик или девочка? Мальчик, да. А боксером будет? Ну, не знаю, поживем видим. Но я был бы не против, если он пошел бы на бокс. А с братом дрались в детстве? С братом не дрались, так как у нас возраст не позволяет, да? Ну да, 9 лет, да. а что там драться-то? Да, и тем более меня всегда воспитывали родители мои, чтобы я не пошел против моих старших братьев, как всегда слушался их, всегда выполнял то, что они мне говорят. Поэтому они были всегда для меня авторитетом, и до сих пор они являются моим авторитетом, и будут моим авторитетом. Поэтому я очень сильно уважаю моих старших братьев. Старший брат тебя тренирует,
То есть, получается, вот ты когда рассказывал вот этот путь, ты его повторял за братом, да? Да, когда он был тоже один из важных людей в моей жизни, когда в становлении, да, то, что мой родной брат, мой старший, он старше на меня, старше меня там 9 лет, поэтому я равнялся на него. Он тогда учился в училище Олимпийского резерва и занимался боксом, был уже мастером спорта, поэтому я хотел стать как он, и поэтому один из ключевых моментов тоже, почему я пошел на бокс. Вот, потом, вот в этом году, в том году, позапрошлом году он тоже со мной постоянно ездил на соревнования, на сборы. Вот, и сейчас уже на данный момент является моим вот основным тренером. После вот, как ушел из жизни Артур Никентьевич, он меня начал уже тренировать с моим тренером, с Ковалевым Геннадием Геннадьевичем. Ну, 2 тренера у меня на данный момент. Вот, и он, как, знаете, он не только как тренер, там, не только как брат, он и мой психолог, там, мы с ним живем в одном номере, всегда проводим вместе время, как мой повар, мой массажист, мой тейпировщик, то есть он все умеет. Поэтому мне как бы и никто не нужен, как бы, да, каких-то из других специалистов, когда бывает там на сборах. Он все выполняет, много выполняет там, очень много у него этих, ну, все, что надо для бокса, для достижения, да, там, Ну и вообще, успеха, да, он все это умеет. Вот ты всегда говоришь о своих соперниках на чемпионатах России, как о друзьях. Ну, понятно, вы каждый год встречаетесь, а потом выходите и друг друга Бьете. это бьете? Да, бьете. Как это? Ну, понимаете, у нас, чтобы вы понимали, я объясню, из 12 месяцев у нас где-то 7-8 месяцев у нас сборы, соревнования в составе сборной России, да? И ты этого своего соперника видишь каждый день. Там выходишь на зарядку, потом в столовой ты видишь, потом ты вместе тренируешься. Все равно он для тебя все равно как бы твой друг, твой там знакомый, да, и ты не можешь пожелать ему плохого или там сказать ему что-то плохое, да. Просто мы понимаем, что из детства нас учат. Вы должны в ринге себя показывать, вы должны быть в ринге соперниками, а за пределами ринга вы друзья. Вы должны сжимать руку друг другу, уважать, поддерживать. Поэтому я всегда хорошо отношусь к своим соперникам. И есть же такая поговорка все равно, да? Спасибо моим врагам, что они делают меня сильнее. Ну и нас тоже касается. Конечно, это не наши враги, но наши соперники. Ты смотришь на своего соперника, смотришь, как он тренируется, знаешь, как он тренируется. И если ты хочешь стать лучше, ты должен лучше тренироваться, больше бегать, больше работать на снарядах, там, на лапах. И тем самым мы просто делаем друг друга сильнее и доказываем делом на ринге только. Наверное, не будет преувеличением сказать, что во многом тебя как боксера сделал Артур Иннокентьевич Пахомов. Помнишь ли ты тот судьбоносный день, когда вы встретились? Встретились, да, я помню этот день, когда я жил у себя в селе. Мы с ребятами приезжали, с тренерами приезжали в училище Олимпийского резерва. У нас бывали там совместные сборы. И после тренировки вечером, в 5 часов у нас тренировка, потом я потренировался, а он был там на тренировке. И после тренировки я захожу в тренерскую, и он там как раз лежал на диване, смотрел телевизор. Это уже после тренировки. И вот я тогда с ним уже познакомился, поздоровались, как бы, да, вот тренера познакомили меня. А до этого, ну, я же тогда еще маленький был, он меня не знал, кто я такой. Вот познакомили меня, и после этого уже мы как бы начали уже общаться, он начал уже уделять время и начал держать лапы. Потом в летнем лагере в Мегино-Кангаласском районе он уже как бы приметил меня, уже он меня начал тренировать, увидел мои, наверное, перспективы. Потом я помню один момент,
когда он, скажем, зашел в мою душу, в мое сердце после тренировки, это было в училище Олимпийского резерва. Поехали мы вместе на автобусе. Я в это время жил у моего брата. И поехали мы на автобусе, и он сказал, давай поедем вместе. Мы сели на автобус, потом едем, и говорит, все, выйдем отсюда. Там надо остановиться, покушать яблоки, потому что после тренировки нужны силы. Чтобы восстановить свои силы, надо покушать яблок. И мы вышли с автобуса, идем, покупаем яблок, и он мне берет, а там-то воды не было. И он просто моет руки об снег и говорит, мне учит, вот, посмотри, надо так, если этого нет, если воды нету, то надо мыть яблоко так. И он мне купил мне яблоки и мне дал. И этот момент, я не знаю, этот момент как бы очень хорошо помню. И все, потом в 2011 году я уже стал победителем первенства России. И потом мы уже начали с ним тесно уже работать. И если бы не он, если бы он меня не переметил, я не знаю, я бы не достиг, наверное, тех результатов, которые там я достиг, да, там не стал бы пятикратным чемпионом Европы, не стал бы двукратным чемпионом, пятикратным чемпионом России, не стал бы двукратным чемпионом Европы, не стал бы финалистом чемпионата мира. Поэтому я, конечно же, я очень сильно благодарен ему. Он был не только для меня там просто тренером, он был моим наставником, моим близким человеком. Мы были всегда на сборах, он мне всегда давал полезные советы, которые я до сих пор помню, и до сих пор я соблюдаю эти правила, которые он меня учил. Может быть, поделишься со зрителями, которые смотрят этими правилами? Всегда говорил, что все, что делается, все к лучшему. Когда я даже проигрывал, я приходил, и когда еще был молодым, когда был еще маленьким, я и плакал. Я всегда критиковал себя. Я ему говорил, я плохой боксер, я там могу не добиться там своей цели и так далее. И он меня всегда подбадривал и говорил, все, что делается, все к лучшему. И так и казалось, да. И потом мы приезжали после соревнований, и мы работали над ошибками. И потом мы становились чемпионами там, других соревнований, которые более важны. Вот. И он был очень мудрым человеком, в первую очередь, да, был мудрым человеком, потому что был очень сильным характером, всегда не унывал, всегда не показывал свою слабость. Все, что у него там копилось внутри, он старался вообще не показывать. Вот, поэтому я его очень сильно уважал, и очень сильно не хватает его. Несмотря на свои достижения в спорте, ты по-прежнему остаешься простым парнем. Я знаю, что на прошлой неделе ты вообще в деревне остался на забой. После больших городов, которые ты посещал в России, далеко за пределами, вот чемпион мира, и каждый раз едешь в село Харай. Это место силы. Ну, на забой я не остался, потому что пока еще забой не начался, я просто остался у родителей отдохнуть, набраться сил. И где бы я ни был, всегда вспоминаю свое село. Когда приезжаю с соревнований, обязательно там побуду в Якутске там 2-3 дня и обязательно поеду в деревню к родителям. И там мы все собираемся, всей семьей, у нас большая семья. И потом обычно я хожу на природу, просто прогуляться, набраться сил. И после того, как я там побуду даже там 3 дня, да, 5 дней, неделю, приезжаю в город, я чувствую, что я, да, набрался сил и подпитываюсь энергией. Все мои корни оттуда. Поэтому я считаю, что надо никогда не забывать то место, где ты родился, да, и всегда надо посещать это место. 4 года назад в селе Хара открыли спорткомплекс, которому дали твое имя. Какие чувства ты испытываешь, проходя мимо здания, на котором написано имени Василия Егорова? Ну, чувствую в первую очередь гордость. Рад, что в зале, который дали мое имя, да, тренируется молодежь, тренируются ребята маленькие, которые тоже хотят стать, да, чемпионами. Вот. В первую очередь это гордость, радость и благодарность за то, что они, да, построили такой зал и дали мое имя этому залу.
следующем году тебе исполнится 30. Задумывался ли ты о том, что будешь делать после завершения любительской карьеры? Пойдешь в профессионала, станешь тренером или, может, в политику пойдешь? Ну, мысли есть у меня, мысли, планы есть. Ну, пока я практически никому не рассказываю про эти свои мысли. Про мои мысли, про мои там планы, да, знает только моя жена. Я своей жене постоянно рассказываю. Вот это я достигну этого, там стану этим. Поэтому не хочу пока карты раскрывать. Поживем, видим. На данный момент бокс, и потом будем отталкиваться от этого, как сейчас, тем более сейчас в мире происходит. Ну, сами понимаете, что происходит. Поэтому тяжело, да, там, строить план на 2, на 3, на 4 года, потому что мы не знаем, что будет в следующем году, или даже не знаем, там, будет через какой-то месяц. Поживем, увидим. Ну вот, кстати, спасибо тебе большое, потому что после разговора с тобой я поняла, что вот этот вот стереотип российский о том, что спортсменам нечего делать в политике, что они вот там глупые, что вот, ну вот и с таким презрением, ну Кличко, там та же Кабаева, ну вот, да, есть такое предубеждение, что вот что им там в политике делать, разве они разбираются? Если человек себя с детства вот так замотивировал, он умеет ставить цели и видит, делает все для достижения этих целей, то если поставить такому человеку цель, если он увидит ее, то он добьется обязательно, да? Да, обязательно, да. Согласен. Надо же уметь, да, как я сказал, ставить цели, задачи. Ну, я, честно говоря, не согласен, что вот говорят же, да, как вы сказали, спортсмены там глупые, ничего не знают. Если взять там моих друзей, я со многими общаюсь, и с теми ребятами, которые занимаются спортом, и с теми, которые вообще не занимаются спортом. Вот те, там, возьмем боксеров, которые находятся в сборной команды России, они далеко не глупые ребята, они очень умные. Все равно же, чтобы стать чемпионом, нужен большой интеллект. В боксе тем более, бокс — это же искусство, это как в шахматах. Там передний вызвал, там, Стратегия, реакция, да, все это в совокупности работает. Еще и быстрота. Да, да. То есть самое главное качество боксера — это, наверное, вот быстро решить что-то делать, да, и молниеносно вот как-то перестроиться, да. То есть очень быстро нужно быть. Да. И думать очень быстро, поэтому Да. вот боксеры, наверное, точно по быстроте Реакции, да. Тем более у нас, представляете, у нас вот первый раунд 3 минуты, второй 9 минут, да, мы боксируем. Вот за 9 минут ты делаешь себе там имя, ты там обеспечиваешь свою жизнь. Встал, вот финал, возьмем, да, финал Олимпийских игр, там всего лишь 9 минут, а сколько там решается, по большому счету. И вот каждая секунда, каждая минута очень важна. У нас решается момент, надо быстро, прям моментально подействовать, чтобы попасть по сопернику или уклониться, и чтобы он не попал. Слушай, у меня вот только что рухнул еще один такой обывательский миф о том, что шахматы — это интеллектуальный вид спорта, а остальные не интеллектуальные. Да, вот здесь я абсолютно не согласен, потому что вот я тоже, ну, как бы, тоже понимаю людей, которые так говорят. Потому что смотришь там, посмотришь UFC, там другие виды единоборства, посмотришь, они просто выходят и там бьют друг друга там, по ноге, там, по плечам, по животу, да. И все равно надо эти навыки оттачивать, надо там, 1000 раз надо повторять. И вот это все, что ты повторил, надо еще сделать на ринге. И надо до этого додуматься, быстро реагировать и ударить, попасть по сопернику. Вот, поэтому здесь бокс, это шахматы. Как надо думать, как в шахматах. А вот как бокс развивается? Там появляются какие-то новые приемы, вот как в шахматах, да, какие-то стратегические или что, или комбинации приемов? Да, много сейчас тоже разные там страны тоже сейчас пользуются
всякими IT-технологиями, или там медицина повышается, поднимается, и как бы другие техники, другие фишки там начинаются больше работать. Это все в совокупности развивает именно бокс, спорт. И я думаю, в других спортах они, наверное, не будут со мной там против, да, другие виды спорта. Если я скажу, что нынешний спорт намного сильнее того спорта, который был там в 50-м году, 60-м году, 70-м году, ну, неважно. Есть у тебя любимые занятия, которые помогают отвлечься от бокса? Отвлечься от бокса, когда, ну, читаю книги, там разные, или играю в приставку. Вот, когда готовишься к бою, да, у тебя, там, допустим, на следующий день бой, да, и ты должен полностью расслабиться, отдохнуть, там, меньше думать о боксе. Когда ты постоянно думаешь, там, за день постоянно думаешь о боксе, ты можешь просто прогореть, ты психологически можешь просто сломаться. А когда ты играешь в приставку, ты ни о чем не думаешь, ты просто отдыхаешь. Ты играешь там FIFA, UFC или там Need for Speed. Вот сейчас я на последней России я играл там Need for Speed. Я прошел, наверное, за 2 недели. Я все за бой там, за день, то есть, там играл и ни о чем не думал, отдыхал. Потом сыграл, пошел прогулялся, пришел, почитал книжку и уснул. Все, так и время проходит. А когда ты еще гоняешь вес, когда ты голодный, ты же постоянно раздраженный. И все тебя бесит. Бывает такое. Хотя я в последнее время мало гоняю. Вот такие моменты, именно вот игровая приставка мне помогает. Ну вот, а еще говорят, что компьютерные игры типа бесполезны. Я соглашусь, и что они, да. вредят. Если да, ты играешь там с утра до вечера, и ни о чем о другом о чем там, не думаешь или не делаешь, там, не учишься, не тренируешься, да, конечно, это идет только вред. Нет, ну это просто зависимость. А если играть час в день, там, например, Ну да, и чтобы ребенку, отвлечься, да. ничего страшного Да, я не считаю, наоборот, произойдет. это да. Мне помогает, мне лично помогает. Мне сказали, что на каждый выезд берешь с собой книгу. Что это за книга? Я не беру книги, потому что я читаю все книги на Алитресе. Я специально очки купил за 8 тысяч, там, когда был в Краснодаре. Специальные защитные очки. А, чтобы Глаза, чтобы не болели. глаза не слепели. Да, да. А можно отдельную читалку купить? Или просто Нет, на я планшете на можно? телефоне, у меня телефон достаточно большой, экран большой, поэтому я скачиваю на программе Литрес, там все книги, все, Да. которых, да, ты хочешь, все можно найти. И раньше у меня глаза всегда болели. Из-за того, что долго читаешь, начинают глаза болеть, и начинаешь уже плохо видеть. Но хотя с глазами у меня все хорошо. Вот, когда приобрел очки, вот этих проблем я уже сейчас не замечаю. А что за очки? Что за очки? Это Очки вот специальные для компьютера, для телефона. Они не плюс, не минус, они просто защищают глаза. Только что Так, поняла, на заметку, что да. мне срочно нужны такие очки, да. Можно прийти в любой магазин, где делают очки. В любую оптику, да? Да, да, в любую оптику. И там они сделают. Потому что как-то, когда вот только начинались эти компьютеры, говорили, что вот, да, нужны очки, а потом мы уже не понимаем, что это. То есть они ведь из планшета, и с экрана, и с любого компьютера. Классно. А какую книгу бы ты посоветовал? Какая любимая твоя книга? Первая книга, которую я прочитал, это вот книга Робина Шарма «Монах, который продал свой Феррари». И после этого я начал только читать. Мне книга так сильно заинтересовала. И раньше, когда в школе учился, много вообще практически я не читал. Ну, не надо мне это было. Не понимал, почему читают люди. И когда сам прочитал, и когда сам понял, что да, реально книга не нужные, там, нужные элементы, скажем, или там нужная вещь. А если бы ты эту книгу в детстве прочитал? Тогда начал бы с детства читать. Но тут же, видите, когда ты больше ездишь по разным городам, больше ты общаешь, когда с незнакомыми людьми, у тебя кругозор расширяется, и ты начинаешь по-другому мыслить. А в деревне, как бы, у нас там 100 ребят, которые учатся в моей школе, да, там, узко мыслишь, грубо говоря. Ну и
Последний вопрос. Можешь ли ты назвать себя счастливым человеком? Да, я счастливый человек, потому что у меня есть семья, у меня есть ребенок, у меня есть дело, занятия, там, любимое дело, которое я занимаюсь, да. И как я повторяю, что бокс это, да, мое любимое дело, тренировки мое любимое дело. Мои родные, там, слава богу, живы, здоровы. Поэтому я счастливый человек. То есть счастье – это любимое дело и Да, семья. да, я думаю, да. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.